Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Персонально ваш. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе, программа «Персонально ваш». Меня зовут Айдар Ахмадиев. «Персонально ваш» сегодня общественный деятель Руслан Нурдинов. Руслан, добрый день. Привет, Айдар. Мы в прямом эфире работаем, трансляция на Ютубе также ведется, там же есть онлайн-чат, можете присылать ваши реплики и вопросы Руслану, если останется время, на них традиционно ответим. Также традиционные способы — это смс и сообщения в Телеграм и WhatsApp по номеру телефона +7 927 304 10 51. Туда тоже можно писать. Итак, Руслан, вы знаете, с вами многое произошло с тех пор, как вы у нас были в последний раз в эфире «Эхо Москвы» в Уфе, в частности, задержание на форуме «Муниципальной России», о чем мы обязательно сегодня тоже поговорим подробнее. Но хотелось бы начать с вашего заявления, последнего с обвинениями республиканской власти в разжигании межнациональной розни из-за того, что, значит, Ради Хабиров там и остальные, как бы его команда, да, установили и рассказали об этом публично стелы на въезде в районы Башкирии, на которых написано не только название района этого, но еще и название племен башкирских, которые проживают или проживали на этой территории. Почему вы так к этому отнеслись, настолько, так скажем, радикально? Что конкретно вас не устраивает? Айдар, впервые сталкиваюсь в вашем эфире с тем, что вы немножко неправильно интерпретируете мои слова. Этот пост, если внимательно прочесть, то посыл там совсем другой. Он не заключается в том, что я радикально отреагировал на установку, монтаж вот этих вот стел. Совсем другой посыл. Расскажу, ладно, о чем идет речь. Я живу в районе, преимущественно населенном татарами. Соответственно, вот и соседние районы, такие как Бакалинский, Шаранский, Дюртюлинский, Шнаренковский, Буздякский, насколько мне известно, преимущественно заселены татарами. По крайней мере, те люди, которые там живут, в большинстве своем считают себя татарами, говорят на татарском языке. Естественно, мы наблюдаем за национальной политикой республики и видим, допустим, вот я наблюдал попытки научных сообществ научно обосновать то, что наш язык Татар-Башкортостана является не языком самим по себе, а диалектом башкирского языка. Да, я примерно понимаю, знаю, как люди на это реагируют вокруг меня, которые находятся. Мы к этому относимся со смехом и, наверное, с небольшой иронией. Проблема, меня слышно? Да. Нет, вас слышно прекрасно, да. Руслан. Я поясню, почему я сказал, что это радикально, да. Ну, почему мне так показалось, потому что у вас... Как бы в вашем понимании есть два выхода у республиканских властей. Первый — это уйти Радио Хабирову самому в отставку из-за этого, да, в частности, из-за его политики в разных сферах, о чем вы говорили вчера, когда комментировали тоже ваши высказывания нашему журналисту. И второе — это отправить в отставку членов его администрации, которые занимаются межнациональными отношениями. Ну, просто в целом отставка целого руководителя региона — это, большое политическое событие, именно поэтому я так это и охарактеризовал. Может быть, и неправильно. Да, вот теперь я все понял, да, хорошо. То есть радикальное мое высказывание в отношении властей. Это да, с этим я соглашусь. Вот смотри, значит, вот эта вот история с диалектом, северо-западным диалектом башкирского языка людьми, вот среди которых я живу, воспринята с небольшой иронией. Еще у нас есть очень такой серьезный вопрос языковой. Не сказать, что он на бытовом уровне какую-то там роль играет в отношениях между татарами, башкирами, русскими, чувашами, но все-таки могу сказать, что люди вот в моем районе, в основном с кем я общаюсь, с кем я живу, очень, так вот как-то неоднозначно относятся к обязательному изучению башкирского языка в школах. Будучи, вот, допустим, я татарин, мои дети татары, мы задумываемся, зачем нам знать башкирский язык, когда два государственных языка в республике, и один мы и наши дети вполне себе им владеют, да ведь? Вот. Лучше наши дети сосредоточены на изучении своего родного языка, своей культуры. Вот, то есть этот вопрос. Но к этому вопросу я вот с людьми общаюсь, мы с пониманием относимся. Я говорю, мы не за всех, а за тех, кого я знаю.
Мы с пониманием относимся как к необходимости сохранения башкирского языка. Мы очень уважаем башкирскую культуру, любим свою родину малую, это Башкирия. Мы себя ассоциируем исключительно, мы татары, которых я знаю, ассоциируем себя исключительно с Уфой, с Башкирией. Для нас Татарстан, это, знаешь, это такая вот, на самом деле, чужая страна. Мы туда ездим в гости, а не к себе там на родину, например, да, как хотят представить башкирские власти, именно власти. Вот, и что произошло? Я, значит, сижу и смотрю, ко мне присылают просто пост главы республики с тем, что он радуется от установки новых стел. Моя реакция, я вот свою реакцию тебе скажу. Я такой смотрю, в первую очередь я обратил внимание на названия районов. Это Бакалинский, Чекмагушевский, Дюртюлинский. И у меня география складывается. Да? Примерная география – это те районы северо-западные, где преимущественно живут татары. А мы очень много сейчас наблюдаем в медийной, в интернете, везде вот эти обсуждения по поводу переписи. Меня это никак не задело. Меня эти стеллы, лично меня, никак не задели. Я к ним отношусь спокойно, нормально. Мне даже было интересно, вот на стелле Чекмагушского района появилось там название трех племен. Мне было интересно, и одно из них особенно интересно – Ельдяк. Потому что мой отец, мой дед, мой прадед родом из Дюртюлинского района, из деревни Козы-Ельдяк. То есть я спокойно к этому отнесся. И мой дед даже считает себя башкиром. Я знаю почему, хотя, мы татары, его потомки, и его отец был татарин. Мать у него просто была башкир. Вот. В общем, я вот так к этому отнесся, просто сделал себе заметку, что вот такая география. Следующее. Я увидел в наших местных пабликах реакцию людей. Она была неоднозначная. Кто-то там обрадовался, а кто-то и очень, были такие высказывания: насильственная башкиризация происходит, нас хотят башкирами сделать. Понимаешь, вот такая реакция людей. И об этом я тоже себе отметил. То ли к вечеру, то ли на следующее утро появилась новость о том, что Фирдусу Тямаеву запретили концерт на проданные билеты. Да, вот это вот все на видео, этот скандал весь вышел, все в интернете, все видно. Вот тут уже я понял, что происходит. На самом деле, что я считаю, что вот этот пост на странице главы республики, это был вброс, специальный вброс. Мы об этом поговорим, с какой целью они это делают. И дополнительно к нему вот эта ситуация искусственно с Фирдусом Тямаевым, с концертом татарских исполнителей, запретом этих концертов, искусственно была создана. И моя реакция, опять же, я увидел реакцию людей на это. Хочу сказать, что Фирдус Тямаев – это один из самых любимых татарских исполнителей наших районов. На него за билеты, наверное, горло готовы друг другу перегрызть, да, чтобы ему только на концерт попасть. Это я образно говорю. Настолько его любят. Все хотят. И самое главное, знаешь, ощущение было какое? Фирдус Тямаев к нам приезжает как гость. Понимаешь? Он из Татарии, он приезжает к нам как гость. И мы в его глазах, получается, нашего гостя в такой ситуации снимали, наверное, люди квартиру, примерно представляют таких хозяев квартир, которые говорят: так, вы тут живите, но гостей не приводите. Понимаешь? Вот примерно такая реакция. То есть к нам приехал гость. Не на какую политическую не с политической, а просто концерт спеть нам с культурной программой. И этого гостя прогоняют. И получается, мы, татары, не мы, а вот люди, татары, как себя они понимают, я понимаю просто, их чувства понимаю. Они такие: ничего себе, мы, получается, здесь не хозяева. Нам указывают, кого приглашать, кого не приглашать. Это опять вызвало дополнительное возмущение среди татарского населения. И мой пост именно реакция не на установку этих стел. Я в своих постах пишу всегда: Башкирия прежде всего должна быть башкирской. Мне нравится башкирская культура. Нам всем, кого я знаю, нравится башкирская культура. Еще раз говорю, мы ассоциируем себя с Башкирией. Мы башкиры в широком смысле этого слова, понимаешь? Мы татары, но мы башкиры. А попытки нас обозвать какими-то сепаратистами, возможно, представить так, что у нас есть мысли об отделении и присоединении к Татарии. Вот эти глупые мысли, которые хотят к нам привязать, они беспочвенны. У нас в среде татарской нет таких мыслей вообще даже. То есть нам эти мысли навязывают, лгут, понимаешь? И
пытаясь, получается, соответственно, ну, чего они пытаются, я скажу. Я вчера слушал, что говорил Ильнар Гарифуллин. Слава богу, я такими специальными историческими знаниями, как Ильнар, как Руслан Габбасов. И да, я действительно смотрю на это поверхностно. Я смотрю на эту ситуацию как человек реальный, ну, просто вот простой человек с земли. Я вижу это так. Два варианта у меня. Значит, поведение такое властей. Они либо дураки, либо подлецы. Дураки в том случае, если они действительно полагают, что говорить татарам, мне говорить, что ты башкир, ты башкир, ты башкир, от этого я стану башкиром, ну, тогда они действительно дураки, короче, да. Так же, как вот, они, конечно, могут называть мой язык хоть диалектом, северо-западным диалектом, хоть чукотским языком, хоть индусским языком, от этого он татарским быть не перестанет на самом деле. Это смешно просто, то есть вот настолько глупо. Я считаю, если уж вы хотите, да, ну, с другой стороны, Руслана Габбасова, я понимаю, и вот башкирских ребят, которые, башкирских активистов, они полагают, что, как я понимаю, может я ошибаюсь, они полагают, что многие татары северо-запада Башкирии, ну, запутались. В результате советской и национальной политики мы запутались и потеряли вот эту свою связь. На самом деле мы башкиры, может быть, ну вот мы считаем себя татарами. Ну, возможно. Этот вопрос надо ставить мягко и дать возможность ответить на него нам самим. То есть я покопаюсь в своей шишере, если мне станет интересно. Если я докопаюсь до того, что я башкир, ну, я так и скажу, оказалось, я башкир. Ну, то есть, понимаешь, интерес нужно разжигать, а не рознь, а не навязывать. То есть не может Хабиров знать, татарин я или башкир. Мне лучше знать вот свое чувство, кем я себя чувствую. Вот. Второй вариант, то, что они подлецы, к которому я склоняюсь. Я считаю, что это все делается специально, этот вброс делается специально аппаратом, ну вот я не знаю, кто там, за какой блок отвечает за национальные вопросы в Белом доме, естественно, соизволение главы республики, я считаю, для того, чтобы внести раскол среди мирных народов, для того, чтобы нас внести вот этот раздрай, чтобы мы больше не могли, как на Куштау, объединиться и вместе совместно решать проблемы. А наша главная проблема – это коррупционеры во власти, такие как Хабиров и его команда. Понимаешь? Вот. Поступая таким образом, я предполагаю, они преследуют 3 цели, возможно. Первое – это не дать нам объединиться, внести раскол между народами. Тут повод есть у них, и пользуются вот этой переписью населения, похожестью языков и так далее, вот этим всеми вопросами. Второе – это подставить активистов и с той, и с другой стороны. Если ты смотрел меня в Фейсбуке, очень после 200 комментариев я перестал уже следить, потому что все одно и то же там. Ну, там более 400 комментариев уже. Там и татарские националисты проснулись, и башкирские националисты проснулись. Я и тех, и других, честно говоря, понимаю, и призываю их понять друг друга. Вот. Для чего это делается? Для того, чтобы, ну как сказать, подставить активистов. Вот в этих спорах они, возможно, неосторожно выскажутся. За эти высказывания неосторожно можно притянуть какую-нибудь статью за экстремизм там, или еще за разжигание межнациональной розни и избавиться от активных защитников своих народов и с татарской, и с башкирской стороны. Понимаешь? Угу. То есть вы так видите все-таки некую цель властей. Хорошо, Руслан. Вот эта реакция активистов национальных движений разных, да, она была вами ожидаема или это что-то внезапное? Для меня нет, это было не... Это было ожидаемо. Я, конечно, надеялся, что такой реакции не будет, что мы все-таки друг друга услышим, но все-таки не так все хорошо в нашем обществе пока, я хочу сказать пока. Мы только в процессе становления гражданского общества. Все это связано с тем, что... Так, у нас что-то со связью происходит время от времени. Ну что ж, это прямой эфир и интернет. Здесь такое бывает часто. Я надеюсь, Руслан в течение нескольких секунд все же вернется к нам, и связь у нас восстановится. Я напоминаю пока что в эфире «Эхо Москвы» в Уфе. Вы слушаете программу «Персонально ваш». В гостях сегодня общественный деятель Руслан Нурдинов. Сейчас мы с ним обсуждаем заявление, которое он сделал совершенно недавно в своих социальных сетях. Об этом написали средства массовой информации. В этом заявлении Руслан Нурдинов обратил внимание на пост Радия Хабирова. Вот к нам Руслан вернулся. Руслан.
Да, мы вас все это время не слышали, это продолжалось где-то секунд, наверное, 15-20, поэтому, пожалуйста, да, повторите все, что вы говорили. Еще раз повторяю, я призываю и татарских, и башкирских активистов, тут две стороны, получается, у нас возникло, к спокойствию и не поддаваться на провокации властей. Еще раз хочу сказать, они преследуют 3 цели. Первая цель – это внести раздрай, чтобы мы больше никогда не могли объединяться для решения наших проблем, а главная наша проблема – это Хабиров и его команда. Второе – это подставить активистов на неосторожные слова и подтянуть потом под статьи. И третье – продемонстрировать Москве свою нужность. Понимаешь, если они покажут, что вот же у нас в Башкирии что происходит, тут дерутся татары с башкирами, русские с башкирами там и так далее, мы здесь нужны, тут нужна жесткая рука Хабирова, допустим, да? А он, скорее всего, и придет сейчас, если это дальше разовьется, он придет в эту ситуацию и скажет, так, давайте-ка не деритесь, и выйдет хорошеньким, как бы, да? А Москве подаст сигнал, что вот он умеет, оказывается, эти вопросы решать. То есть сам разжигает эту рознь и сам же ее решает, потому что у него-то есть админ-ресурсы для того, чтобы решить эти вопросы. Но вот подлость в чем заключается? Преследуя свои корыстные цели, они ни на секунду не задумываются о последствиях, которые могут произойти. Этот человек, почему я радикально настроен, чтобы он ушел? Он уже и в вопросе с карьерами, и в вопросе Куштау, и в вопросе объединениями вузами, и транспорт, и строительство. Чего только этот человек не дотронулся уже, да, своим языком, своей рукой. Все просто вот в тартарары летит. Сейчас он уже дотронулся до самых тонких материй. Он уже с огнем играет. Понимаешь? С такими интимными вещами, тонкими, как сказал Руслан Габасов, он прав. Нельзя с такими вещами играть. Вот мой протест, он был именно против этого. Я еще раз призываю татарам сейчас обращаюсь, татары Башкортостана. Снова у нас что-то со связью, но ничего страшного. Руслан, как только к нам вернется, повторит эту мысль. Так, Руслан, вы нас слышите? Я появился? Да, вы у нас появились. Да. Повторите, пожалуйста, вы обращались к татарам Башкортостана, я так понимаю. Да, татары Башкортостана, не ведитесь на это. Это не инициатива башкир как народа, это инициатива нечистых на руку региональных чиновников. Не будем называть их башкирских, региональных чиновников, ставленников Москвы. Вот это мой самый главный посыл. Ну и к братьям башкирам то же самое. Братья башкиры, обращаюсь к вам. Мы с вами одной крови, одного народа, на одной земле, под одним небом ходим. Мы ассоциируем себя исключительно с вами. Никуда мы не собираемся отделяться, присоединяться. Уфа, Башкирия – это наша родина. И мы считаем вас своими друзьями и согражданами, своими братьями. Не позволяйте, пожалуйста, эмоциям выплескиваться вот в такие, в общем, чтобы конфликта ни в коем случае не случилось. Нельзя позволять нам этого делать. А радио Хабирова я предлагаю, лучший самый вариант – это уйти в отставку, чтобы не натворить делов в дальнейшем. Ну и как минимум отправить вот тех бездарей, которые национальной политикой занимаются, хотя бы их в отставку. Вот прямо сегодня надо отправить, вчера надо было еще отправить после таких вот действий. Я имею в виду запреты концертов и вот все вот это вот. Нагнетание обстановки. Хорошо, Руслан. Но все-таки, вы знаете, вы говорите, наша главная проблема — это Ради Хабиров и его команда. Но все же нам не стоит забывать, что мы все-таки живем в большей системе. Да? Мы живем в Российской Федерации с вами, у нас есть федеральные власти, тот же президент Владимир Путин, например. И неужели вы думаете, что если Ради Хабиров уйдет со своего поста, то придет другой человек, который будет как-то уже политику совершенно другую строить? Ведь у нас, как по мнению разных политологов, большая зависимость от федерального центра. Так, по этому поводу, смотри, идеально было бы, если бы у нас прошли честные выборы, и народ сам выбрал бы себе лидера на следующие 5 лет. Это было бы идеально, конечно, да. По поводу Радия Хабирова. Тут остается надеяться только на то, что на случай, как бы. Вот, во-первых, на случай, то, что заменить этого бездаря на другого человека, может, тот окажется все-таки более такой адекватный, да, и разумный человек. А если нет? Если нет, его придется менять, естественно. Но еще смотри. Дело в том, что я уже говорил об этом, новейшая история Башкортостана делится теперь на 2 этапа. Это до Куштау и после Куштау. Ради Хабиров пришел до Куштау. И вот как бы свое поведение до сих пор
его поведение исходит из того, что здесь нет гражданского общества, самосознания, здесь забитые люди и так далее. Так ему казалось, и так он до сих пор как бы пытается все это, такую политику вести. Другой, если придет, он уже будет как с данностью, ему придется как с данностью смириться с нашим гражданским обществом, с новыми активистами, с нашими недавними победами, понимаешь? То есть он уже придет в новую реальность. Общественный деятель Руслан Нурдинов. Мы буквально через несколько минут после выпуска новостей вернемся и продолжим интервью. В Москве 13 часов 30 минут. Добрый день. В студии Ирина Меркулова. Краткие новости на Эхе. Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, позволяющий президенту Владимиру Путину еще дважды баллотироваться на пост главы государства после принятия поправок к Конституции. Таким образом, он сможет оставаться у власти до 2036 года. Кроме обнуления сроков Путина, в документе прописаны дополнительные требования к кандидату в президенты. Как сообщает Интерфакс, это должен быть гражданин России не моложе 35 лет, который постоянно проживал в Российской Федерации не менее 25 лет, а также не имеет и никогда ранее не имел гражданства или вида на жительство другого государства. Эта норма не касается жителей территорий, принятых в состав России, например, Крыма. Вице-премьер Юрий Борисов допустил возможность разрыва действующих контрактов из-за американских санкций. В частности, по его словам, новые ограничения могут затронуть авиационную отрасль. Борисов также добавил, что новая администрация США запрещает поставки в Россию высокотехнологичных продуктов. Напомню, Министерство торговли США ввело новые экспортные ограничения после того, как Вашингтон обвинил российское государство в использовании химического оружия. Следственный комитет проверит выставку под названием «Мир тела», которая открылась на ВДНХ. Такое поручение дал глава СК Александр Бастрыкин. Как уточнили в ведомстве, поводом для проверки стали негативные комментарии в СМИ. В частности, речь шла о неуважении к обществу и оскорблении чувств верующих. Экспозиция состоит из настоящих человеческих тел. Организаторы подчеркивают, что это образовательный проект. Выставка «Мир тела» немецкого доктора Гюнтера фон Хагенса работала в 35 странах мира. Почти 100 миллионов американцев уже получили от правительства чеки на $1400 в рамках пакета мер по поддержке экономики почти на $2 триллиона. Ранее пакет был утвержден президентом США. Таким образом, Джо Байден выполнил свое обещание провести индивидуальные выплаты в течение 10 дней. Правительство выделило на эти цели $400 миллиардов. Производитель Tesla начал продавать свои электромобили за биткоины. Об этом объявил глава компании Илон Маск. Пока такая возможность есть только у клиентов в США. В других странах она появится позже. 8 февраля стало известно, что Tesla вложила в биткоин $1,5 миллиарда. В результате курс криптовалюты вырос на 20%. Сейчас она стоит более $55 тысяч. Курс доллара, установленный Центробанком на завтра, 76 рублей 15 копеек. Евро стоит 90 рублей 5 копеек. В Москве в ближайшие сутки небольшая облачность и без осадков, ночью до 5 мороза, а завтра днем +6, +8. Ирина Меркулова, служба информации, Эхо Москвы. Любимая аптека порадует кэшбэком. Весенний кэшбэк 7% во всех аптеках Фармленд. Совершай покупки в аптеках Фармленд и получай кэшбэк 7%. Подробности на сайте farmland.ru. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Срок акции с 10 по 25 марта 2021 года. Знаете ли вы, что не все инвестиции одинаково полезны? Меня зовут Рустем Ишмаков, я автор проекта «Финансграмм» и практикующий инвестор. Я приглашаю вас на интенсив 28-29 марта, где я расскажу вам, как составить сбалансированный портфель, как и какие акции выбирать, а также о том, как не бояться коррекции и кризисов. Телефон для записи в Уфе 216 11 22. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. Персонально ваш.
Продолжаем в эфире «Эхо Москвы» в Уфе, программу «Персонально ваш». Меня зовут Айдар Ахмадиев. Я напомню, «Персонально ваш» сегодня общественный деятель Руслан Нурдинов. Это вторая часть эфира. Руслан, хотелось бы вот о чем с вами сейчас поговорить. Дело в том, что, как вы уже упоминали, вчера у нас в эфире «Персонально ваш» был журналист Ильнар Гарифуллин из Татарстана. И вы знаете, когда я у него спросил про протестные настроения в Татарстане и в Башкортостане, попросил сравнить, да, этот уровень, количество этих протестов самих, он сказал, что в Татарстане их намного меньше, что там нет такой большой оппозиционной силы, например, да, республиканской власти. И, в общем, ситуация поспокойнее. Вы знаете, по мнению людей, с которыми я разговаривал и после эфира, и до этого в эфире «Эхо Москвы», в Татарстане есть проблемы со свободой слова, подавляется вот эта активность, а в Башкортостане мы просто посмотрим с вами. После ситуации на Куштау, вот к слову о гражданском обществе, о котором вы говорили, да, у нас довольно много общественных объединений появилось новых, движений, очень много активистов. Они сейчас активно у нас появляются в новостной повестке, в разных средствах массовой информации. Но их у нас много, более-менее относительно независимых и свободных. Все же, когда вы говорите о том, что если, значит, придет другой человек, то ему придется мириться с этой ситуацией, вы не думаете, что вот придет другой человек и просто запретит, так скажем, или как-то задавит свободу слова? Гражданское общество тогда вообще превратится во что-то несуществующее, да, абстрактное. Вы не боитесь вот именно такого исхода? Пусть попробует задавить теперь уже. Это не получится, я думаю. А в Татарстане что происходит? Ну, понятно, что происходит. Здесь немножко другая ситуация. У нас совсем недавно сменилась вот эта власть, и пришла команда такая, которая совершает ошибку за ошибкой. То есть они не пытаются выстраивать. Даже такое ощущение складывается, что вот Хабиров, да, его команда не связывают свое будущее, свою судьбу с этой республикой. То есть вот как временщики они себя ведут. А на той стороне, я, честно говоря, Казанью, Татарией очень мало интересуюсь, потому что мне это вообще не интересно. Для меня это чужая страна. Моя страна, ну, то есть в таком понимании, как этот регион, моя родина. Поэтому меня мало татари интересует, но я думаю, до них это все еще докатится. Эти процессы, они же происходят. У нас Башкирия всегда была, насколько я вот истории немножко с историей знаком, допустим, федерализм, да, российский здесь был зарожден. То есть Башкирия — это такое место, откуда вот такие волны новых явлений, что ли, начинаются. Ну, ничего удивительного того, что через 100 лет здесь вот опять такая активность, которая изменит географию, там, ну, вообще вот эту вот всю общественно-политическую обстановку во всей стране, скорее всего. Но я вот на форум ездил, могу сказать, что не только в Татарии там более-менее спокойно, а везде более-менее стабильно. А в Башкирии что происходит? Это, ну, вот, если сравнивать... Руслан, вы же понимаете, что большая корреляция, большая зависимость, да, есть между тем, насколько у нас реализована свобода слова и какой уровень протестной активности. Потому что если свобода слова действительно существует, если это позволяет зарождаться гражданскому обществу, появляются новые протестные очаги, протестные настроения, которые есть в любой совершенно стране, в любой совершенно ситуации. И то, что в других регионах нет этих протестных очагов, или мы о них, например, ничего не знаем, и СМИ о них ничего не пишут, это совершенно не значит, что там ситуация настолько стабильная и хорошая, что вот всем вдруг все там нравится. Тут все-таки есть такая корреляция. И вот как раз слушатель нам присылает сообщение, кстати, призывая всех это делать, вопросы задавать, реплики. А кто придет? Генерал-губернатов? С чего вы взяли, это к вам, видимо, обращение, что выборы будут чистыми? Значит, вот созрел ли народ? Да? Выборы говорят об обратном. Значит, люди на них и после Куштау не пошли. Даже наблюдатели имеют считанные единицы. Может, стоит пройти осенние выборы и убедиться в том, что общество созрело, либо констатировать, что, значит, вы, Руслан, излишне оптимистичный и витаете в облаках. Вот. И тогда понять, что в нынешних реалиях Хабиров не худший вариант. Такое сообщение. Как вы можете прокомментировать? Блин. Лично, как прокомментировать такое длинное сообщение? Даже не понял сути, блин. Слушайте, честные выборы, будут они или нет, это зависит только от нас. Созрели мы или нет, это знаем только мы. Лично я созрел. И к подписчику вопрос: а вы созрели? Лично я созрел.
и наблюдаю на выборах, и подписи за кандидатов собираю, и сам на выборах участвую. Я знаю очень многих людей, которые созрели к этим переменам в нашей республике. Да, и знаешь, вот что хотел сказать. Я же уже говорил, что режим Путина, вот этот российский режим Путина, он себя изжил, я еще раз это повторяю, он себя изжил, и в головах людей он рухнул на самом деле. Те, которые сейчас на диване там только проснулись и слышат меня, да, им не верится, конечно, да, ну, пройдись, погуляй по улице, пообщайся с людьми, и ты поймешь, ты увидишь эти признаки. Люди больше, все больше говорят об этом, все меньше боятся говорить об этом. Лично для меня очевидно, что скоро очень перемены настанут. И народ потихонечку созревает. Не надо торопить эти события, нечего тут уже ускорять. Вот мне лично, я против Путина, но мне даже делать уже ничего не надо, я в себе этот вопрос отвечаю. Делать уже ничего не надо, чтобы Путин ушел. Они уже сами все сделают. Мне остается только ждать и наблюдать, и готовиться к тому моменту, когда это все уже все окончательно рухнет. Нужны будут люди, я считаю, которые обладают опытом, авторитетом, чтобы наша страна не развалилась, чтобы мы остались единой страной России, и чтобы все регионы стабильно, спокойно перешли в новый мир. Вы знаете, Руслан, вот мы довольно активно с коллегами-журналистами в сентябре в прошлом году, когда проходили выборы в Горсовет Нефтекамска, наблюдали за этим самым процессом. Да? Во-первых, на участках, где были наблюдатели от общественной организации в защиту прав избирателей «Голос», там была явка не такая высокая, вообще невысокая, так скажем. Наблюдатели, даже вот эта общественная организация «Голос», которая часто в СМИ появляется, знаете, очень мало наблюдателей у них было в сентябре. Я замечу, что это после событий на Шихане-Куштау. Это в сентябре. Все-таки не видно, знаете, где явка, во-первых, где наблюдатели. Вот этой активности после Куштау, сразу после Куштау, когда еще ситуация была накаленная, не видно. А что вот сейчас будет? Как этих людей собрать? Действительно ли общество у нас готово пойти, наблюдать за выборами, голосовать правильно? Айдар, я тебе отвечу на счет того, что в сентябре это было сразу после Куштау. Это не было сразу после Куштау. Это было параллельно с Куштау, понимаешь? Невозможно, что 16 августа мы такие победили, и все, к нам сознание пришло, осознание того, что в чем проблема и так далее. Мы на протяжении полугода работали над созданием, многие разные команды, причем «Зеленый щит Башкортостана», «Патриоты Башкортостана», да, там Руслан Габбасов включился в федеративную партию. Мы создали свое движение «Республика». То есть мы вели работу и до сих пор ведем работу, до сих пор осознаем, что произошло и как с этим работать, понимаешь? У нас, и не только мы, многие защитники Куштау, это сотни тысяч человек, проснувшиеся, они теперь сидят и ждут появления новых движений, к чему можно присоединиться, кого можно поддержать и так далее. Давай мы лучше, я скажу так, вот эти выборы в Госдуму и в Горсовет Уфы, да, и я, насколько знаю, в Ишимбае, по-моему, Горсовет будут выбирать, будут очень интересные, это точно. Вот это уже можно будет оценить как то, что произошло впоследствии Куштау. Вот в выборном процессе, последствия Куштау, это будет сентябрь 2021 года. Очень скоро вы узнаете, будет очень много сюрпризов, Я пока не буду спойлерить. Хорошо. Конец января тогда, Руслан, протест в поддержку Алексея Навального и против политических репрессий. Да, много человек вышло в Уфе, несколько тысяч, но Уфа у нас миллионный город. И даже для Уфы это довольно маленькая цифра. 5000 для Уфы это чуть-чуть. Нет, это не маленькая цифра. Во-первых, надо понимать, что это московская, всероссийская повестка этого митинга, не какая-то там локальная проблема. И второе, несанкционированные митинги. Понимаешь? Это несанкционированные. Если 7, по моим оценкам, 5-7 тысяч человек вышло 23-го. Я потому что примерно Куштау и могу оценить. Меня слышно? 5-7 тысяч человек для Уфы 23-го, я считаю, это немало, это много. А будет еще больше. Вот сейчас анонсировали мега-митинг. Никого ни к чему не призываю, кроме как почаще гулять на свежем воздухе. Как раз на эту тему вопрос задает Екатерина Иванова. Задайте, пожалуйста, вопрос Руслану. Каково его отношение к объявленному командой Навального к объявленной стратегии новой? Как вы считаете, удастся им собрать те самые 500 тысяч протестующих, как они хотят? Я не политолог, оценивать не буду. Я очень надеюсь, что удастся. И, в принципе, от нас же, людей же, зависит,
смогут они это и сделать или нет. Но сейчас не удастся, чуть-чуть попозже, значит, удастся, понимаешь? Я еще раз повторяю, крах режима неизбежен. И усиление вот этих вот общественно-политических, накала вот этого страстей, вовлечение в политику все новых и новых людей, сидящих пока на диване, оно тоже неизбежно. Тут вот гадалки не ходи, будет. И этот год будет интересным. Может быть, я надеюсь, что в этом году Путин уже наконец уйдет в отставку и начнется что-то новое. Ну, если не будет, следующий год еще интереснее, значит. Очень много сообщений поступает по номеру телефона +7 927 304 1051 и в онлайн-чате на Ютубе, там ведется прямая видеотрансляция этого эфира. И вы знаете, вот как раз слушатели напоминают, вы знаете, они обращают внимание на то, что вас арестовали после митинга 23 января в поддержку Алексея Навального, и тогда на этом самом митинге в конце вы говорили, что если репрессии продолжатся, если людей не отпустят и так далее, то мы завтра же выйдем, завтра же организуем акцию протеста. Но вас арестовали, Урала Байбулатова, огромное количество еще человек, ну, для Уфы огромное количество, но никто не вышел. Ну, почему? 31 числа люди вышли. 31-го, но не 24-го. И, во-вторых, Айдар, ну, давай оговорюсь. Когда я говорил завтра, во-первых, это были эмоции там, да? Я уже до конца не помню, что говорил. Завтра, это значит вот завтра. Это образно, понимаешь? Это не значит, что вот завтра в 14:00 мы выходим. Пусть они понимают, что завтра может случиться завтра, может случиться послезавтра. Оно обязательно случится. Мы обещали, что если репрессии продолжатся, мы выйдем завтра. Мы обязательно завтра выйдем. А когда это завтра случится, для них будет сюрприз. Угу. Хорошо. Предлагаю сейчас с вами поговорить про ваше выдвижение в Государственную Думу. Совершенно недавно вы сказали, это было еще в конце января, да, тогда вы выложили как раз фотографию, афишу у себя в социальных сетях, что планируете пойти на выборы в Госдуму, в федеральный парламент, и назвали себя там кандидатом против Путина. Вот, соответственно, знаете, вопрос такой вам слушатель задает. Считаете ли вы правильным, что депутаты Государственной Думы получают большие зарплаты, имеют служебное авто, квартиры, медобслуживание и бизнес-перелеты? Ну, это, наверное, тут ответ очевиден ваш. Если вы станете депутатом, будете ли вы пользоваться такими привилегиями или откажетесь от них? Так, ты говоришь, ответ очевиден. Ну-ка мне скажи-ка, ответ очевиден какой? Ну, тут просто вопрос так построен. Ну, может быть, не очевиден, может, я не прав, да? Согласны ли вы с тем, что депутаты Госдумы получают большие зарплаты там и имеют кучу привилегий? Смотри, из 140 миллионов человек, если 450 человек, это очень важные, кстати, люди, на самом деле должны были бы быть, получать такие зарплаты и такие привилегии для работы, чтобы они работали, осуществляли свою работу, то это правильно, я считаю. Буду ли я пользоваться всеми этими привилегиями? Конечно, я буду пользоваться. Я все эти привилегии, все эти деньги буду использовать для своей работы. Понимаешь? Вот сколько там зарплат у них? Ну, несколько сотен тысяч. Рублей? Да, несколько сотен. Я возьму из них своей жене дам 100 тысяч, нам хватит. А остальные 350 тысяч на перелеты, на где-то помощь, может быть, на организацию каких-то собраний там и так далее, я буду использовать, тратить. Ну, обещаю просто. 100 тысяч просто мне хватает для жизни. Обещаю, ну, по этим ценам. Обещаю эти деньги тратить на благотворительность могу потратить, но на дело, понимаешь, на дело. Если, за такие деньги, с такими привилегиями они должны работать, но ведь не работает ни один из них. Вот в чем проблема. Почему я и иду в Госдуму? Я хочу, чтобы у меня лично появился настоящий депутат. Вот зачем я иду, понимаешь? Я же как гражданин России имею право на такого депутата. И вот я такого депутата не вижу, и приходится мне самому туда идти. При этом, естественно, если кто-то разделяет мою идею, пускай поддержит меня, кто делом, кто словом, кто деньгами, чтобы у нас появился такой настоящий депутат. Если я за свои слова, я за свои слова отвечаю. Если я 102 тысячи из этих денег себе оставлю, можете камнями меня закидать. Вот так. Хорошо. Вы знаете, меня вот интересует, вы все-таки западник или славянофил, да? Вот у нас как-то традиционно уже на протяжении многих столетий определяют так политиков. Вы все-таки за западные ценности, за следование развития, как вы видите, путь развития нашей страны, как западные государства, западноевропейские, или все-таки вы считаете, что у России свой какой-то путь, нужно развиваться как-то отстраненно?
Ох, слушайте, ну так ставить вопрос, я считаю, вообще сейчас, в нашем 21 веке, когда это все возникло? Категориями 18 века сейчас мыслить вообще глупо, мне кажется. Я себя ни к либералам не отношусь, ни к коммунистам, ни к кому, даже не хочу относить. Я вот сам по себе такой, какой есть. Человек из народа, простой, правда говорить. Вот просто такой. Конкретно по каждому вопросу, да, по отношению к межнациональности я могу ответить. Я не собираюсь вот взять, допустим, какую-то чужую программу и следовать ей, потому что могу там не соглашаться с чем-то. Нет, я не западник, не славянофил, я Башкирию люблю, во-первых. Чекмагуш свою люблю. И Россию, соответственно. Вот. Что-то мы у Запада должны брать. И свою культуру, свои традиции не должны терять, я считаю. Башкирскую культуру сохранять, татарскую культуру, чувашскую, российскую. Я считаю, что это неправильно поставленный вопрос. Я живу в 21 веке, не в 18. Но все-таки и в современных, ну, например, вот Соединенные Штаты Америки возьмем, да, там есть консерваторы, есть либералы. Есть люди, которые считают, что нужно развиваться, нужно вот эти современные ценности, так скажем, новую этику, как ее некоторые называют, да, популяризировать, распространять. А кто-то считает, что так не нужно делать, нужно все-таки жить вот как-то, знаете, так, как жили раньше, так скажем, просто развивать, возможно, поддерживать там судебную систему и так далее, чтобы законы работали. Но нам не нужны всякие ценности западные, вот так говорят консерваторы. Я вот в этом смысле. Я на это, в общем, я отвечу на это. Я считаю, что у нас должны быть демократические ценности, такие как честные выборы свободные, справедливый суд, свобода слова и собрания, я постоянно об этом говорю. Плюс я выступаю за то, чтобы мы уважали сами себя и уважали других. Понимаешь, с уважением и пониманием относились друг к другу. Нет у нас таких исключительно умных, исключительно правильных людей. Все люди, они немножко неправильные, немножко неумные, умные и правильные. То есть, ну, вот, все это ведь условно на самом деле. Надо с уважением друг к другу, с пониманием друг к другу относиться и просто жить, растить своих детей, оберегать природу и так далее. То есть, ну, это же все понятно, да? Как нас мама с папой учили жить. Нормально, по-человечески жить. Не ругаться, не драться. Руслан, как вы относитесь к действующим политическим партиям? Я имею в виду, скорее, даже не парламентским, да, вот, например, к «Яблоку». Потому что от «Яблока» выдвигаются разные совершенно люди, в том числе оппозиционные действующие власти. Ну, например, вот мы можем нашу довольно известную активистку уфимскую Кристину Абрамичева выдвигается от «Яблока» в Госдуму. Как вы относитесь к политической партии и к тем людям, которые с ней кооперируются? Так, еще раз вот хочу подчеркнуть, к политическим партиям я никак не отношусь, мне вообще это равнодушно, вот честно говоря, я отношусь к этому. Я отношусь к людям как к личностям. Кристину Абрамичеву, вот я недавно с ней познакомился, очень приятная женщина, приятно пообщаться. К ней как к человеку я отношусь хорошо. Если бы она с моего этого выходила, с моего округа, я бы за нее проголосовал. Вот так вот. Во всех партиях есть люди искренние, настоящие, которые действительно там вот не просто так для галочки из корыстных целей каких-то участвуют, а вот действительно болеют душой. Таких людей я уважаю. А те, которые для галочки единорос, для галочки там участник «Яблока», для людей для галочки, я вообще не вижу оснований питать к ним особое уважение. А вот давайте конкретный кейс возьмем. Валериан Гагин, директор Центра современного искусства «Облака». Недавно он заявил о том, что участвует в праймерис «Единой России». Он хочет стать депутатом Горсовета Уфы, ну и еще и депутатом Госдумы, раз он во внутренних выборах «Единой России» сейчас участвует. Все-таки вот кооперация с партией власти, с «Единой Россией», для того, чтобы добиться каких-то своих целей, вот как вы сейчас говорите, вдруг Валериан Гагин действительно честный человек, болеет душой, хочет улучшить ситуацию. Ну вот он просто такой путь выбрал через «Единую Россию». Вы как к этому относитесь? Я лично его не знаю, оценивать поэтому не буду. Я свою позицию скажу. Я, будучи даже вот человеком, который болеет душой и так далее, с партией, которая подняла моей матери пенсионный возраст, да, которая виновна за вот эти дороги, больницы, за развал экономики, инфраструктуры, за вот эти вот единороссы, сейчас национальный вопрос у нас разжигают, да, межнациональную рознь. Я с этой партией никак кооперироваться, например, не могу. Считайте, не зря же эту партию называют партией жуликов и воров. Потому что они, значит, вокруг Путина скооперировались. Я считаю,
это мое личное мнение, я никого ни в чем не обвиняю. Может быть, Валериан Гагин приличный человек, я не знаю его лично, не могу оценивать. Но кооперироваться с такой партией, это все равно, что кооперироваться в 1939 году, на мой взгляд, я не знаю, законно сейчас, незаконно это сказать, с фашистской партией, понимаешь? То есть с той партией, которая, явно идет против народа, ты кооперируешься и находишь для этого какое-то оправдание, но я там буду по-другому действовать. Ну, во-первых, надо понимать, что тебе не дадут там действовать по-другому. Ты будешь играть в их игру. Ну, вот так как-то отношусь, короче. Хорошо. Выход из общественно-политического движения «Республика». Это движение было создано вот совсем недавно, в начале этого года, и вы уже оттуда вышли. Что стало причиной? Вы в социальных сетях, конечно, это объяснили, но очень кратко, неподробно. Ну, еще раз объясню то же самое. Это чисто техническое решение. Во-первых, Айдар, я вслух сказал, что если кто-то будет навязывать свое мнение, я первым из него выйду. Я не навязывал свое мнение, а просто свою повестку продвигал слишком активно. Знаешь, у меня ведь выборная история очень серьезная, кейс, как принято сейчас говорить, очень серьезный. И надо понимать, что сейчас я вхожу в еще более серьезную историю, выборы федерального масштаба, понимаешь? И я понимаю, что это округ очень серьезный, на который в прошлом избирательном цикле, как мне, насколько известно, 50 миллионов потрачено в предвыборную кампанию кое-кем. Я очень сосредоточен сейчас на своей предвыборной кампании. Ну и, соответственно, как я сказал, на собраниях только об этом и толдычу. Давайте там, поддержите и так далее. А у ребят ведь много других, движение ведь не ради этого было создано. Оно было создано для того, чтобы продвигать эти демократические иные ценности, да, то, что мы озвучивали. У него много дел. Они сейчас я уже говорю, потому что я сейчас за себя не могу, за них не могу говорить, просто последние новости. Они наращивают присутствие в районах, они ведут переговоры, мы вели, и они ведут переговоры с другими движениями, готовятся к электоральному циклу. Очень много работы. Я просто ребятам не хочу мешать. И себе не хочу, себя отвлекать, наверное, от своей предвыборной кампании. Потому что, еще раз повторяю, я понимаю риски этой предвыборной кампании. Мне за предвыборную кампанию в райсовет какой-то чекмагурский машину сожгли и чуть в тюрьму не посадили, да? А что здесь меня ждет, понимаешь? Я просто очень сосредоточен сейчас, я очень серьезно отношусь, и битва будет не на шутку. Вы знаете, у нас создаются разные объединения оппозиционных сил. Вот, например, Евгения Куцуева совсем недавно тоже заявила о том, что она планирует создать некий такой штаб. Подробности пока она не озвучила, но потому что, по ее словам, время пока не пришло. Все-таки планируете ли вы кооперироваться с такими объединениями, например, для того, чтобы они помогли вам собрать подписи? А я напомню, что вам нужно их собрать очень много, несколько десятков тысяч, даже если не сотен. 16 тысяч подписей мне надо собрать. Я очень рассчитываю на людей. Вот сейчас к ним обращаюсь. Свой округ я обозначил уже. Мне нужно собрать 16 тысяч подписей. Мне нужна ваша помощь, поддержка словом, делом, даже деньгами. Кто может помочь, пусть поможет. Насчет Жени Куцуевой. Я с ней познакомился лично недавно. Книгу она мне свою подарила. Очень, очень умная женщина, хочу сказать. Ее книгу сейчас читаю и многому учусь. Вот рекомендую всем приобрести ее книжку. Кто интересуется политикой вообще. Кооперироваться? Ну, конечно, если предложение поступит, я это обдумаю, мне нужна поддержка. Ну, знаешь, еще раз хочу сказать. Скоро, не буду спойлерить, серьезно, но скоро народ увидит, власти эти, недовласти увидят, что выборы будут очень интересны. Форум «Муниципальная Россия». Кто вас туда пригласил, Руслан? Меня пригласили Объединенные демократы. Я сначала отнекивался, я говорю, я же не депутат, что меня приглашать-то? Но, знаешь, их внимание привлекла именно моя предвыборная двухгодичная. Я штурмовал дважды райсовет. Оказывается, они за этой ситуацией следили. Видимо, они следят за вот такими региональными историями. Они знают про близнецов моих на выборах, да, там, то, что из 6 трое были Руслан Нурдин, то, что машину мне сожгли, там, и так далее, все вот это знали, их это заинтересовало. Можно даже сказать, моя поездка туда, она, в принципе, произошла благодаря тому, что кое-кто сжег мне тачку и
Но они сами, наверное, создали вот этого Руслана Нурдинова. Если спросить, кто за мной стоит администрация главы Республики Башкортостан, потому что только благодаря их действиям обо мне узнали уже на федеральном уровне, понимаешь? Вот, меня пригласили Объединенные демократы. Я не знал, что там какая-то открытая Россия. Я, конечно, знаю про открытую Россию, что они, но и они не причастны к этому. Это все как бы из пальцев высосано, как говорит Путин. Я так понимаю, суд еще у вас не прошел? Над поджигателем суд идет. Над... Я имею в виду, да, именно форум. Ну что ж, хорошо, Руслан, мы с вами еще, я думаю, об этом поговорим. У нас время, к сожалению, закончилось. Общественный деятель Руслан Нурдинов сегодня был персонально вашим. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Запись эфира вы можете снова прослушать и просмотреть на YouTube-канале «Эхо Москвы» в Уфе и на подкаст-площадках. До свидания, хорошего дня.